Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Некоторые базары в Туркменистане закрылись из-за COVID-19, работа других строго ограничена. Однако это привело к тому, что торговцы начали ходить с товарами по государственным учреждениям, включая больницы. Источники Turkmen News сообщают, что медучреждения, где теоретически требовалось бы ввести самые строгие карантинные меры, превратились в проходные дворы. У разносчиков можно купить все, что угодно, от продуктов питания до одежды. Тем временем, по данным независимых СМИ, ситуация с коронавирусом в стране ухудшается. Раньше у меня было место на базаре, но теперь он закрыт, рассказала источнику Turkmen News женщина, предлагающая купить одежду в Марийском многопрофильном госпитале. Теперь даже стоять с товарами рядом с базаром не разрешают. Поэтому я каждый день езжу из села сюда. По информации источников, врачи и медсестры не приветствуют стихийную торговлю, но всерьез с ней не борются. Вход в медучреждение остается свободным. Иногда медики пользуются положением и вынуждают торговцев отдавать им товары в долг, обещая отдать деньги с зарплаты. Торговцам приходится мириться с этим, потому что теоретически сотрудники больницы могут их прогнать. Но основными покупателями являются пациенты. Некоторые больные вынуждены каждый день покупать самсу, пирожки, булочки. Дело в том, что бесплатное питание в туркменских больницах не предусмотрено. Так, в здании Марийского многопрофильного госпиталя есть платная частная столовая, но качество блюд там оставляет желать лучшего. Пациентам из Мары еду ежедневно приносят родственники. Но тем, кто прибыл из сел, близкие не могут возить передачи каждый день. Хранить еду негде, из холодильника в коридоре ее воруют, а в тумбочках ползают тараканы. При этом даже разогрев еды в больнице является платным, за пользование микроволновкой надо отдать 1 манат. Поэтому многие пациенты вынуждены покупать у разносчиков выпечку, соответствие которой санитарным нормам никто не гарантирует. Винить торговцев тоже нельзя. Соблюдать карантин могут себе позволить люди, имеющие накопления, а также те, кто работает в солидном учреждении, способном сохранить выплату зарплаты во время вынужденного простоя. К рыночным торговцам ни то, ни другое не относится. Будет ли у их семьи сегодня обед и ужин, зависит от того, сколько товаров продано за день.